На конкурсе было представлено около 150 работ. Из них были отобраны по 25 работ в каждой возрастной группе. В творческом состязании принимали участие ребята от 7 до 17 лет. Председатель администрации Камрадского района Вадим Чебан подчеркнул важность подобных мероприятий. По его словам, они играют ключевую роль в сохранении культурной самобытности и традиций, а также формировании уважения к родному языку у молодого поколения. Он отметил, что каждая работа была по-своему уникальной и достойной внимания. Мы это делаем для того, чтобы популяризировать наш язык, популяризировать нашу культуру. Здесь вы видите очень огромное количество замечательных, прекрасных картин, которые рисовали наши талантливые дети. Жюри сделало свою работу, конкурсная комиссия отобрала наилучшие работы. Мы хотим поощрить наших детей, хотим этот конкурс внедрить на ежегодной основе. Возможно, даже где-то мы немножко будем его расширять. Я думаю, что в следующем году, с учетом опыта предыдущих лет, конечно же, он будет расширяться. И я думаю, что у нас с каждым годом все будет больше и больше участников. Член жюри Георгий Андриеш рассказал, что выбор победителей дался нелегко. Все представленные рисунки были яркими и искренними и отражали личное восприятие детьми культуры своего народа. Основным критерием оценки, по его словам, стало то, насколько глубоко участники передали через свою работу любовь к родному краю и языку. В первую очередь для того, чтобы наши дети любили свой край, свою родину, были ближе к этой земле, потому что они родились здесь. Были работы, которые, как бы, может, не соответствовали, но они от этой детской, как это называется, непосредственностью взяли. Они действительно достойные работы. Может, там ребенок не только начинающий, но там чувствовался потенциал, и там невозможно было пройти мимо, не оценить этого ребенка. Победителями районного конкурса рисунков стали 6 талантливых участников, чьи работы заняли первые места в своих возрастных категориях. Среди них ученик гимназии имени Мина Кёся из села Бешалма Матвей Гончогла, учащаяся гимназии имени Варвары Топал из села Кангас Анастасия Франгу, участница кружка ИЗО из села Авдарма Диана Таукчи, ученица лицея имени Тодора Занетта из села Кангас Анна Рыжкова, ученик лицея имени Сулеймана Демиреля села Кангас Дмитрий Костов и учащаяся художественной школы имени Дмитрия Савастина муниципия Камрад Татьяна Михайлова. Олег Лодко, Сергей Георгиев, Мария Казаку, Новости ГРТ.